Телегледачы яшчэ спяць, а праца творчых і тэхнічных работнікаў тэлестудыі ўжо пачынаецца. Завершыцца яна толькі з надыходам ночы. 17 гадзін вяшчання ў суткі, жывыя эфіры, рэпартажы і гутаркі аб злабадзённым, культурным, святочным. Ад Брэста да Мікашэвічаў. Той, чым жыве родны горад, вёска і нават суседняя вуліца, што хвалюе яе жыхароў і адбываецца непасрэдна з імі. Каналу «Беларусь-4 Брэст» усяго 1,5 гады, але яго эфирный продукт уже завоевал широкую аудиторию. Хочется поблагодарить нашего телезрителя, что он не остается в стороне от этого общего творческого процесса. Приходите, звоните, участвуйте в наших программах. И даже критикуйте, потому что ваша критика, она является своеобразным маячком для нашего дальнейшего развития. Развитие ради вас, для вас. И я думаю, что совместными усилиями мы сделаем наши программы еще интереснее. От самых маленьких до гледачоў паважанага ўзросту. 5 раніц на тыдні жыхароў Брэшчыны будзе ранішні эспрэса. Як заставацца здаровым, раскажа праграма «Будзем здаровы». 6 выпускаў навін. У дзень рыхтуе служба інфармацыі. Карэспандэнты заўсёды на сувязі. Нярэдка званок на гарачую лінію навін становіцца нагодай для рэпартажа. Нам важны пункт гледжання кожнага. Аднайменная перадача запрашае па панядзелках кампетэнтных гасцей і гледачоў да інтэрактыўнага дыялогу. Штовечар «Четверка» збирая каля экранаў самых юных жыхароў вобласці. «Детское время» – программа для дзяцей і створаная імі ж. Пра багатую гісторыю малой радзімы, выбітных земляках і паляшуцкіх традыцыях рассказывая программа «Край». Приятно то, что и люди, работающие на телевидении, и люди, работающие на радио, они ставят перед собой одну главную задачу – быть ближе к зрителю и радиослушателю. Телеканал «Беларусь-4 Брест» родился совсем недавно, но тем не менее мы уже провели 2 телемарафона. К Дню телезрителя, телемарафон к Дню защиты детей, которые были в нашем телеэфире не единственные, мы будем это продолжать. К концу лета и к осени, на принятый новый телевизионный сезон мы готовим новые программы, новые проекты, и я думаю, что они полюбятся телезрителю. Вытворчы працэс справа камандная. Рэдактары, аператары, рэжысёры, відэаінжынеры і яшчэ шмат людзей, чые жыцці звязаны з тэлевізійнай кухняй. Не менш напружаны рытм у радыйнай часткі тэлерадыёкампаніі «Брэст». Ад раніцы да позняга вечара дыджэі і насычаюць эфір актуальнай інфармацыі і ствараюць настрой слухачам адразу 2 радыёстанцый «Радыё Брэст» и «Город ФМ». Сфера электронных средств массовой информации достаточно динамично развивающаяся сфера и отрасль народного хозяйства. В первую очередь это заслуга, естественно, телевизионщиков, тех журналистов, которые каждый день своим кропотливым трудом создают новые информационные материалы, ищут информационные поводы. Это и связисты. В первую очередь республиканское предприятие «Белтелеком», которое доставляет этот сигнал, эту картинку до конечного потребителя. По-прежнему самым оперативным источником информации для нас является и радио, поэтому отдельная благодарность радищикам. Уважаемые коллеги, с праздником вас! Всего самого лучшего! Мне хочется поздравить всех и наших партнеров, с которыми мы работаем. Это связисты, безусловно. И, конечно же, не только связисты, но и всех тех, кто работает с нашей телекомпанией. Мне хочется очень поздравить всех сотрудников телерадиокомпании. Пусть все, что задумано, пусть оно свершается. И мне хочется, безусловно, поздравить каждого телезрителя и каждого радиослушателя. Друзья мои, это наш общий праздник. Мы работаем для вас в эфире.